Уважаемый Ахмед Сабекович, уважаемый член правительства, уважаемая общественность, вот все те меры, которые сегодня были приняты, это очень хорошо. Хорошо было рассказано, слайды были красивые со стороны Министерства экономики и Министерства финансов. Но единственный вопрос, который нужно сейчас нас тревожить, и надо это выполнить, рассматривать персональную ответственность каждого министра по обеспечению стабильности в стране. Стабильность в стране обеспечивается главная составляющая, это продовольственная безопасность. Так, по продовольственной безопасности мы должны, давайте опустимся на землю и сразу общественность объявит, что продовольственную безопасность будем обеспечивать страну полностью. Каким образом? План мероприятий, пожалуйста, объявите народу, населению, чтобы каждый знал, что у нас нехватка продовольствия не будет. Министр финансов, министр МЧС, министр экономики несете персональную ответственность. Так, сколько у нас зерна, муки в запасе, сахара, растительное масло, где можно купить, прогнозы покупки, прогнозы контрактов. Если у вас контракты, заранее, ребята, работайте. Заранее. А то мамлекетімізде май түгенгеннен кейін май жоқ қалды деп отырмайды. Кто за это ответственен, заранее заключайте контракты, заранее начинайте работать со всеми своими партнерами. Если какие-то вопросы возникнут по продовольственной безопасности, вот это 3 министра будете персонально головой будет отвечать. Тревожьтесь, выходите и работайте. Пожалуйста, вот это очень важная составляющая. А то, что там экономическая часть или там финансовая часть, которую там Ахмед Сабекович очень правильно сегодня объяснил, и экономисты правильно объяснили, это как бы на перспективу. А сегодня главная задача в стране обеспечить в такое неспокойное время продовольственную безопасность всего населения. Кроме того, таможня здесь имеется. Кто таможня? Где начальник? Где? Какой командировки? Так, садитесь, пожалуйста. Таможня, министр внутренних дел, ГКМБ, налоговые совместно рассматривайте границу с Баткином. Всю продовольствие сейчас, как насосом вытягивать туда. Встаньте с живым щитом на границе, чтобы ни одного килограмма не пропускать. Ни масла, ни муки, ни сахара. Это главная задача. Если вдруг сейчас все, что у нас имеется продовольствие, вытянуть в другую страну, такие как наши соседи, которым не хватает, сейчас там цена муки почти 1,5 раза выше, чем у нас. Цена сахара также. Масла вообще у них нету. Поэтому они собираются от нас вывозить. Выставляете своих сотрудников с живым щитом. Не дай бог ни одного килограмма, чтобы продовольствие туда не уходило. Особенно таможня. Очень слабо работаете. Юг таможни по контрабанде. Очень слабо работаете. Я предупреждаю еще раз. Поэтому вот эту часть, уважаемые коллеги, уважаемые министры, возьмите на вооружение. Продовольственная безопасность на сегодня, в такое неспокойное время, самое главное, чтобы народ был обеспечен продовольствием. Остальные потихоньку будем решать. Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь,